Уважаемые жители Республики Коми, добрый день! Сегодня 5 мая у нас очередное включение и по цифрам. По цифрам у нас сегодня 698 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки составил 16 человек. Под наблюдением находится сегодня 2497 человек. Вот можно снова сказать, что мы немножко подросли за эти сутки, но это говорит лишь только о том, что нам нужно все-таки усиливать. Мы не можем пока выйти на плато, так называемое, поэтому нам нужно усиливать режимы самоизоляции. По укреплению медкадрами мы продолжаем наращивать резерв по медкадрам. Мы переобучили 477 человек врачей. Сейчас этот резерв может работать в случае необходимости помощниками врачей-инфекционистов и врачей-реаниматологов. Дополнительно я обратился к федеральному правительству, к Сергею Семеновичу Собянину и Сергею Кожугетовичу Шойгу для того, чтобы усилить нас дополнительно кадрами из Российской Федерации. Нам направили 5 врачей-реаниматологов, 2 из них уже прибыли и сейчас начали работать в наших клиниках, остальные на подъезде. Добавлю, что кроме кадров мы усиливаемся и медицинской техникой. Снова у нас поступление медтехники, это 5 аппаратов ИВЛ. Но мы не все оставляем здесь в центре, в Сыктывкаре. Мы по одному аппарату отправляем в Инту и в Ухту, в больницы, в центральные районные, для того, чтобы там тоже был резерв по аппаратам ИВЛ. О лечении больных с хроническими заболеваниями. Ко мне стали все чаще поступать обращения от вас, в связи с тем, что есть сложности в получении помощи при обострении хронических заболеваний. Действительно, я по каждому случаю разбираюсь. Связано это с тем, что врачи в основном сейчас направлена их работа на работу с пациентами новой коронавирусной инфекцией, но тем не менее на лечение этих больных, но каждый раз мы отрабатываем с Министерством здравоохранения ваши обращения с тем, чтобы не ослаблять работу с группой хронических больных. И еще раз напоминаю, что порядок такой же, как был и раньше, просто вы сейчас не должны ходить в поликлинику, а должны вызывать врача на дом, если обострилось какое-то хроническое заболевание, и получать лечение, консультации на дому. Даже если потребуется дополнительная консультация не только терапевта, а узких специалистов, ваш участковый терапевт это обязан сделать. Вот несколько вопросов о послаблении для бизнеса. Мы с вами обсуждаем, и это достаточно для всех важно, особенно для тех, кто занят в бизнесе, да и не только для тех, кто занят, а тех, кто пользуется услугами малого, среднего бизнеса. И я постоянно говорю, что это связано, открытие или не открытие, с тем, что мы постоянно держим баланс между тем, чтобы открыть какой-то вид бизнеса, снова разрешить ему работать, и между тем, чтобы это не вызвало дополнительного всплеска заболеваемости. Тем не менее, мы все-таки смотрим с перспективой в будущее, но это будущее опять же зависит от нас с вами, потому что чем меньше мы будем заболевать, чем лучше мы будем соблюдать режим самоизоляции и правила санитарии, в том числе и когда мы общаемся, выходим, передвигаемся, заходим в магазины. В будущем, допустим, будем заходить куда-то в общественные места, там, в фотосалоны и так далее. Все-таки нужно, безусловно, соблюдать безопасность себя и окружающих, а это маска и перчатки. Поэтому о чем мы думаем на перспективу после праздников, после майских праздников, это, конечно, посмотреть на фотосалоны. Очень много идет обращений от вас с тем, чтобы этот вид услуг открыть. Риэлторские услуги тоже стоят в очереди, пункты проката, и многие другие. По ним мы, конечно, будем смотреть
после майских праздников с тем, чтобы все-таки, если мы вот удержим заболеваемость и она не будет расти, чтобы вот эти виды сервиса дополнительного открыть. Еще интересный вопрос, я считаю, что он тоже важный, и хочу сегодня о нем рассказать. Следующий год, 2021, столетие Республики Коми, и в связи с этим в Сыктывкаре на нашем республиканском стадионе пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом. Я очень внимательно наблюдаю, мне докладывают сейчас о ходе реконструкции республиканского стадиона. Все идет по плану, все идет штатно. Мы абсолютно спокойно успеваем к этому большому соревнованию, большому мировому соревнованию. И, конечно, это будет праздник и для страны в целом, и для республики. Чемпионат мира по хоккею с мячом — это, конечно, большое соревнование. Мы его встретим и проведем абсолютно достойно, с присущим нам гостеприимством. А после этого, как любое наследие, после большого соревнования, стадион будет предоставлен для вас, дорогие жители Республики Коми, для того, чтобы вы могли заниматься физкультурой и спортом. На сегодняшний день у меня вся информация. Напоминаю, что мы с вами продолжаем выполнять режим самоизоляции, выполняем дисциплину санитарных норм, если мы выходим куда-то в общественные места. Еще раз повторяю, что обязательно ношение масок, перчаток, и обязательно при себе имейте средства, чтобы обработать руки. Будьте здоровы, не болейте. До завтра. Всего вам доброго.